Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ученые всего мира пытаются разработать сценарий распространения COVID-19. При самом негативном развитии эпидемиологической ситуации число заболевших коронавирусом в России в день перевалит за 1 миллион к 1 января следующего года. Однако такое вероятно только в том случае, если все граждане страны откажутся носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом мы и поговорим сегодня с нашим гостем. Это член Общественной палаты республики Галина Васильева. Галина Сафроновна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну вот расскажите, сейчас количество заболевших больше, чем весной, когда вводились жесткие ограничения. Как вы считаете, эти ограничения сейчас нужно вводить или все-таки правильно, что их не вводят пока? Я думаю, что это правильно, потому что первые моменты, когда весной впервые появилась такая напасть, люди не знали, руководство страны не знали, как действовать. Сейчас уже прошло определенное время, и люди уже могут сравнить, посмотреть, что подходит, что не подходит. Что нельзя, конечно, полностью все запрещать, потому что у нас экономика и так, скажем, находится не в очень хорошем состоянии, а если сейчас повторно все закрыть, то мы таким образом убьем весь малый бизнес, это точно. Поэтому все зависит от людей, самих граждан, как они будут к этому относиться. Но вот в последнее время идет очень много обсуждений, рассуждений по поводу работы медиков. Скажите, насколько система здравоохранения республики сейчас устойчива в усложняющейся ситуации с ковидом? Вы лично это знаете, как она работает, так как вы переболели ковид и были госпитализированы. Да, я вот в мае перенесла ковид, но мне кажется, что в мае ситуация была в здравоохранении немножко лучше, потому что как-то было все отлажено. Сейчас, видимо, время прошло и в том плане, что, во-первых, немножко расслабились, а во-вторых, произошло, мне кажется, профессиональное выгорание медперсонала. И поэтому сейчас очень много жалоб я слышу от людей, что не могут там сделать вовремя КТ, не могут к ним приехать скорые, ну и так далее. Такие вот вопросы возникают. И к нам в Общественную палату люди жалуются, что не могут сразу получить квалифицированную помощь. Ну вот я думаю, что сейчас, конечно, вот этот наплыв, потому что люди вроде как бы привыкли, что уже хорошо, и понадеялись на то, что, видимо, так и будет. Но, к сожалению, это такой коварный вирус, который вот из-под тишка ударяет еще сильнее, чем, значит, в лицо прямо как быть, да? Вот поэтому все-таки, мне кажется, медицина наша немножко дает сбой, но я уверена, что вот как всегда в начале бывает, что вот ажиотажное такое, да, востребованность, потом все приходит в норму, и я очень надеюсь, что наше здравоохранение все-таки справится с этой ситуацией, вот, тем более, что в принципе алгоритмы лечения уже проверены за это время, люди знают, то есть медики знают, чем лечить, что лучше, что хуже, поэтому многие, наверное, многие могут лечиться на дому, только правильно направить и, как сказать, алгоритм лечения каждому заболевшему, кто может сидеть, лечиться дома. Но вот если говорить о жителях республики и их поведению, как вы считаете, насколько наше население ответственно относится к своему здоровью и прислушивается к рекомендациям властей и медиков? Но надо сказать, что человеческая психология такова, что всем кажется, как будто вот это меня не коснется никак. Это вот кто-то там болеет, кто-то там чего-то требует, а мы-то такие здоровые, мы пришли сюда навечно и будем здоровыми и долго жить. Но так не бывает, конечно, поэтому, в принципе, население у нас понимает
этот вопрос. И иногда, вот когда я сижу на изоляции, так скажем, да, самоизоляции, но иногда приходится выходить в город, я смотрю, что многие сейчас уже, если вот в сентябре было людей мало в масках, то сейчас я смотрю, все люди ходят в масках, поэтому население у нас тоже дисциплинированное. И я думаю, и в дальнейшем тоже так будет. Конечно, сейчас что-то очень много стали болеть. Например, в моем окружении стало очень много людей, которые заразились этим. А вот в мае было меньше, например. И поэтому так вот, если подходить по бытовому, как просто человек, да, я чувствую, что, конечно, наплыв больных становится все больше и больше. И, конечно, тут надо, наверное, разруливать действительно, что какие люди с какими симптомами могут дома лечиться, находиться, а кого нужно срочно госпитализировать. Ну вот, а на ваш взгляд, нужно ли вводить какие-то штрафы и наказания за нарушение, в том числе масочного режима? Ну, я считаю, что, в принципе, наверное, такие штрафные санкции нужны, как бы, но не в больших размерах, а ну, в приемлемых размерах, но конкретно для каждого человека, который это нарушил, а не как, например, не штрафовать там магазины за то, что к ним зашел покупатель без маски, или в какое-то общественное заведение человек зашел без маски. Это его ответственность. Причем тут, например, предприятие само, да, предприятия, они и так стараются, чтобы люди соблюдали все вот эти требования, но не всегда бывает, что они в силах заставить людей там что-то одеть, маску там или перчатки или еще что-то. Поэтому я считаю, что это ответственность конкретного человека, а не там предприятия или руководителя предприятия или еще что-то. Но вот многие специалисты говорят, что этот вирус к нам пришел надолго. Какие привычки нам нужно поменять, если не навсегда, то надо какой-то длительный срок? Да, этот вирус пришел, к сожалению, надолго, но по истории вот инфекционных заболеваний, если смотреть, то всегда на место ушедшего всегда как-то место пусто не бывает, да. Вот, например, с оспой человечество поборолось нормально, теперь оспы как бы в таком объеме нету, как было раньше, да, поэтому вместо оспы, может быть, природа принесла вот какой-то другой, соответствующий нашему времени вирус. Поэтому этот вирус есть, он будет. И, наверное, не зря это случилось, потому что пришло время научить людей дисциплине, научить людей самоконтролю. Вот. И вот как Китай, например. Они своим примером показывают, что, в принципе, вот жесткие меры, они позволяют вот обеспечить безопасность большого количества населения. Поэтому здесь, конечно, необходимо, чтобы каждый человек сам за собой как бы сам за себя отвечал и мог постоять, так сказать точно, что я вот никого не заразил, что я такой вот, даже если я заболею, то это значит моя вина, а не того, кого-то там, кто-то со стороны пришел, заразил его. Ну а может быть, есть смысл придумать какие-то новые правила нашему обществу, чтобы остановить или хотя бы ослабить распространение вируса? Ну, какие новые правила? Тут же конкретно сказано, что личная гигиена, маски и руки. Больше никаких правил нету. Что тут можно еще придумать, кроме этого? Ничего. Ну, давайте поговорим о фейках на тему ковид. Как вы относитесь к их распространению и нужно ли власти с ними бороться? Ну, это, я считаю, это издержки нашего современного информационного поля, поскольку люди, каждый человек имеет возможность высказать свою мысль, некоторые продвинутые там умеют комбинировать всякими информационными потоками и составлять какую-то фейковую информацию, да? Но я не знаю, с какой целью обычно это люди делают. Некоторые, наверное, с целью того, чтобы народ попугать, кто-то хочет страшилок каких-то, вот, но
Я думаю, что люди уже начинают отделять, как бы уметь отделять зерна от плевел, да, как говорят. Поэтому что толку бороться с этими фейковыми новостями? Все равно они как были, так и будут. Потому что была русская такая пословица хорошая: на каждый роток не накинешь платок, да. Также и здесь люди могут писать, что хотят, а там уже ваше право принимать эту информацию или не принимать. Но вот на ваш взгляд, между кем и как должна распределяться зона ответственности за ситуацию с коронавирусом в нашем регионе? Ну, конечно, это в первую очередь система здравоохранения должна срабатывать каким-то образом. Другой вопрос, что система здравоохранения должна работать в купе, наверное, с прямой связи с федеральными структурами. Ну и понятно, что с правительством республики, потому что это же касается очень много финансовых вложений, да, потому что каждый шаг это все деньги. На это надо находить средства, которые давным-давно все расписаны, дополнительные какие-то оборудования закупать, увеличивать количество коек. Это все очень затратно, и, конечно, может быть, Министерство здравоохранения одно не может справиться. Тут надо искать какие-то, как это правильно сказать-то, какие-то другие варианты, когда можно наполнить востребованность койками там и так далее. И не только финансирование одного Минздрава. Это с республиканского бюджета какие-то деньги надо, наверное, и с Минздрава, это федеральные деньги надо выискивать, выпрашивать или как-то каким-то образом. Потому что каждое движение – это деньги на самом деле. Безусловно, сложившаяся ситуация не радует абсолютно никого. Как вы думаете, какие уроки каждый из нас может или должен из этой ситуации извлечь? Как я уже сказала, что это не зря, наверное, человечеству дана такое испытание, потому что пора уже задуматься о тех последствиях, которые, может быть, в глобальном смысле посмотреть, это не зависит от каждого человека, но если спуститься на землю и как каждому человеку, то от каждого человека тоже зависит то, как дальше будет двигаться развиваться та или иная ситуация. В данном случае, конечно, все зависит от того, ну, не все, конечно, но многое зависит от того, как каждый из нас будет относиться к этой ситуации. Пофигистски, что меня не тронуло, да и ладно. Или все-таки будет более ответственно к этому относиться и думать, что от меня тоже что-то зависит, что я могу что-то сделать. Ну, хотя бы не для себя, но для окружающих меня людей. Вот это... как сказать бы, наказание Божье, что ли, сверху, для того, чтобы привести умы людей в порядок и к дисциплине и ответственности. Галина Сафроновна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо за приглашение. Это была программа «Актуальное интервью» о профилактике распространения коронавирусной инфекции. Мы говорили с доцентом Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, членом Общественной палаты Якутии Галиной Васильевой. До встречи в эфире.